Со стороны может показаться, что это обычная смена в детском лагере. Вот только эти дети приехали сюда совсем не отдыхать. В 6-й раз стены Гренады собирают самых активных и трудолюбивых молодых людей. Все лето ребята учились работать руками, а здесь их учили работать еще и головой. У ребят была образовательная программа, то есть приезжали разные эксперты по лидерской направленности, по самоуправлению, допустим, в школе. Также у нас был день военной патриотики и спорта, где ребята сдавали ГТО. Помимо этого приезжал к ним ветеран Великой Отечественной войны, и у них был диалог на равных. То есть ветеран общался с молодежью. Вот. И вечером у них как раз в этот день проходил квест от волонтеров Победы про детей войны. Одним из нововведений в этом году стал конкурс «Лучший командир трудового отряда». Владислав Семко в этом году впервые окунулся в трудовые будни на базе своей родной школы. Шел в трудовой лагерь за первым заработком, а получил новые знания, друзей и звание первого командира в республике. Владислав считает, победил он благодаря своему социальному проекту – военно-патриотическому слету в Прилузском районе. Проект заключается в том, что все школы съедутся на это районное мероприятие на базе Вухтомской школы и будут проводиться там различный ряд мероприятий. Он также подготовит детей к различным качествам и качествам патриотизма и любви к родине. Дворник, помощник вожатого, продавец. За лето эти дети попробовали себя в новой для них роли – взрослого рабочего человека. К слову, о пользе труда ребята узнали не только из практики. Всю неделю с ними делились опытом в качестве вожатых бойцы студенческих отрядов. Многие из них не первый раз приезжают сюда воспитывать подрастающее поколение. Для Юлии Германчук этот слет третий. Если смотреть 18 и 19, то вот эти вот дети, которые у меня были в том году, они очень сильно выросли в плане работы. Они стали более самостоятельнее, они стали более активнее, они стали заинтересованнее в этом. По итогам трудового лета в номинации «Лучший муниципалитет по организации летнего трудоустройства среди сел» победил Прилузский район. Сыктывкар же стал лучшим среди городов в той же номинации. Иван Дмитренко, Вячеслав Беспалов, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.